и весь урожай. Спасаясь от голода, люди откачевывали в отдаленные районы, умирая по дороге. За каких-то 10-15 лет казахи лишились около половины населения. Каждый просто обязан знать, помнить об этой трагедии. С жертвами большевики никогда не считались. Люди для них были только человеческим материалом, из которого, по их мнению, можно было кроить все, что угодно. А несогласных уничтожать пулями, лагерями, голодом. В 30-е годы в народе даже поговорка появилась: серп и молот, смерть и голод. Обезумевшие от голода съедали собственных детей. Родители Айткеша, спасая своих ребятишек, вынуждены были отдать их в детские дома, хотя и там дети жили полуголодными, и многие умирали от голода и болезней. И в этот самый сложный период смелость на себя взял председатель Совнаркома Юсуп Абдрахманов, который сумел убедить киргизское политическое руководство в том, что братьям-казахам надо помочь, иначе они все помрут. И благодаря его вот такой жесткой позиции он просто заставил всех принять это решение, взял ответственность на себя. Десятки тысяч казахов были спасены. Не все, но большинство, абсолютное большинство было спасено от неминуемой смерти. И казахский народ об этом знает. И они благодарят, они исследователи исследуют эту проблему, приезжали в Кыргызстан, открывали архивы, они знают о подвиге Джусупа Абдрахманова. Джусуп знал, что постигнет, какая участь постигнет тех людей, которые не слушают приказы Сталина о поставках хлеба. И он принял наказание с достоинством. На июньском пленуме 1933 года он был освобожден от должности. От должности был освобожден и первый секретарь Кирабкома партии Шахрай, который тоже пошел на эту жертву вместе с Юсупом Абдрахмановым. Палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. Если для того, чтобы установить наши порядки, понадобится пролить кровь, мы ее прольем, любил повторять Шая Ицкович на собраниях. Страшно вспоминать тогдашнее, но и молчать об этом больше нельзя. Разве забудешь, как в зиму 1932 года в злющие холода шли к нам в ауле-Ату из Сарысуйского района люди? Какой там шли? Еле тащились. Дети, старики, грязные, полубезумные, в каких-то лохмотьях. Удалось ли им спастись в городе? Вряд ли. Ведь и город голодал. Если бы Голощёкин пробыл в Казахстане еще год, казахов бы не осталось. Дорогой Филипп Исаевич! Однако чрезмерному рвению главного организатора массового голода в Казахстане пришел конец. В 1939 году Голощёкин был арестован за то, что создал антисоветскую организацию и вел борьбу против Центрального комитета. В 1941-м расстреляли. При Хрущеве, когда полным ходом шло освоение целины, Голощёкина реабилитировали. Посмертно. Сегодня формально он является невинной жертвой беззакония. Вот такой парадокс. С моей точки зрения, хотелось бы сказать о том, что на самом деле вот реабилитация Голощёкина абсолютно не соответствует тому, несоразмерно той ответственности, которая была на него возложена. Потому что люди, которые руководствовались вот уничтожением, да, массовым уничтожением огромного количества людей на территории как Украины, Казахстана, они не подлежат никакой реабилитации. В те трагические времена в казахской степи
Были даже случаи людоедства. И это в то время, когда руководители республики говорили лишь о продовольственных затруднениях, обезумевшие от голода люди убивали и съедали друг друга. Выхожу из машины, никого и ничего вокруг. Одна длинная база для скота стоит. Открываю дверь, а там трупы. Все огромное помещение в штабелях трупов. У некоторых людей глаза еще открыты, но видно, с минуты на минуту умрут. Пригляделся, а неподалеку очаг, большой, на огне варится что-то. Приоткрыл крышку, а там, в булькающей воде, то ручка мелькнет, то ножка, то детская пятка. Вот тогда я и стал врагом врагов народа. Люди голодают, организм отравляется, происходят, если так говорить, биомолекулярные процессы, разум теряется, сознание рациональное теряется на иррациональное. Человек уже не соображает, ребенок, это кто там, что там. Это умопомрачение, вызванное вот такими процессами. Выбежал я однажды погулять, и меня схватили чьи-то руки. Слабые руки, но держали цепко. Я вырываться, а сколько мне было? Года 4 или чуть больше. Хорошо бабушка на помощь подоспела, крик подняла, потому что и наказывала несколько раз в день. Не ходи за ворота, съедят. О голоде в Казахстане говорила не только казахская интеллигенция. 19-летняя Татьяна Неводовская жила в ауле Шымдаулет. Приехала в голодающий Казахстан вместе со своим отцом, сосланным профессором. Как-то во время прогулки девушка столкнулась с изможденным, обессиленным от голода молодым казахом, умершим на ее глазах. Потрясенная ужасающими картинами массового голода, Татьяна Неводовская стала вести дневник. И в 1933 году написала стихотворение «Казахстанская трагедия». Сколько в них истины, боли и сочувствия. Какой же деспот создал эту пытку? И полоумному пришла такая блажь, последнюю овцу, кошму, кибитку, мол, заберешь и ничего не дашь. Но все молчат, хоть знают, не умеет. Казах-пастух не сеять, не пахать, без юрты он зимой окоченеет. Без стада и овец он будет голодать. Раны, нанесенные нашему народу большевиками, не заживают до сих пор. Последствия ашаршылык сказываются и по сей день. Убыль казахского населения составила порядка 48-50%. Это официально. То есть они подсчитаны статистическими данными. При этом, как я уже говорил, не учитывается детская смертность, не учитывались жертвы вследствие карательных операций. Но я думаю, что действительно если бы не было той трагедии, казахи где-то, численность казахов где-то должна была быть не менее 30 миллионов. И, конечно, голод внес определенный вклад именно в языковую ситуацию. И фактически он сформировал предпосылки к тому, что именно казахский язык утратил свою прежнюю позицию. В 2010 году более 40 государств Европы приняли специальный документ, осуждающий эти неслыханные злодеяния большевиков. В Казахстане также миллионы людей стали жертвами массового голода. А соотношение погибших и всего населения считается самым высоким среди всех народов бывшего Советского Союза. Традиционно кочевавшие с подрастающим крупным рогатым скотом казахи
были вынуждены осесть и были лишены своих поголовий. Великий голод вошел в историю как величайшая трагедия казахского народа. В детстве меня всегда удивляло, что отец собирал все крошки хлеба, ни одной не выкидывал. Только спустя много лет, когда он рассказал о голоде в казахской степи, я поняла цену каждому кусочку хлеба. У родителей моего отца было 8 детей. Из них выжил только один, мой отец. До конца жизни он слышал плач своей матери, которая, обессилев от голода, не могла, так как полагается по обычаям, предать земле своих убитых голодом детей. Мой отец плакал, как ребенок, когда вспоминал те страшные дни. Плакал от того, что его братьев и сестер убили, отняв возможность родить своих детей, увидеть, каким станет Казахстан спустя десятки лет. Ашаршлак. Великий голод. Невиданная по своим масштабам катастрофа, оставившая неизгладимый след в истории Казахстана. В осмыслении истории мы должны быть мудрыми и не допускать политизации этой темы. Причиной голода, депортации, массовой гибели людей стала жестокая политика советского режима. Главный виновник репрессий – это бесчеловечная тоталитарная система. Несмотря на все трудности, благодаря гостеприимству казахского народа, все депортированные к нам обрели в Казахстане новую жизнь. Вместе мы строим сильный независимый Казахстан по пути мира и согласия. И как бы ни старался человеконенавистнический режим уничтожить наш народ физически, низвести до скотского состояния, растоптать его духовность, извратить самосознание, мы все равно сохранились. Как нация, как народ. Более того, мы живем, развиваемся и продолжаем свой путь. Наши отцы и матери сделали почти невозможное. Они выжили тогда, когда выжить было невозможно. И они дали начало новым поколениям. Спасая себя, они спасли нас. Поэтому наш долг – жить так, чтобы все их страдания и мучения не оказались напрасными. Күмістен тағарыңды жабар едім, мойныңа ақ білекті қарта салып, қолға алып сылап сипап бағар едім. Салайым мен әніме қара торғай, халала күлилай, лилала күлилай. Болғанда қасын қара шашын сұлбын, қалбыра бекі беттіні жанар гүл-гүл. Бейіштің күлдәрия тарайында, сайраған тоты құстай мен бір бұлбұл. Салайым мен әніме қара торғай, халала күлилай, лилала күлилай.